Здравствуйте, уважаемые телезрители! 20 мая в Абхазской государственной филармонии пройдет первый сольный концерт молодого абхазского пианиста Бараса Куджба. Сейчас за стенами филармонии проходит последняя генеральная репетиция концерта, в которой также будут участвовать Государственный камерный оркестр Абхазии под управлением заслуженного артиста Давида Терзиана. Конечно, вместе с пианистом и его педагог, заслуженная артистка Абхазии Нинель Жаня. Ну, это, конечно, для меня имеет огромное значение, и это для меня очень большой шаг в моем развитии, так как выдержать такую программу, я думаю, будет сложно, но мы всячески готовимся к этому, репетируем именно на сцене филармонии, нам дают возможность такую. И в целом еще я в этом году и заканчиваю училище, у меня есть госэкзамены, которые тоже для меня очень важны, так как это все идет в диплом. Помимо диплома, вообще само значение этих экзаменов — это проявляем свои знания, что мы сделали за 4 года. Я знаю, что ты даже после репетиции идешь на экзамен, да? Да, вот я иду сейчас после, получается, интервью, иду на экзамен по методике в преподавании в музыкальных школах. Дети, если даже играют сольную программу, это все в стенах училища, потому что это архисложная задача не только для студента, но и для профессионального музыканта. Тут нужно, чтобы была совокупность очень многих профессиональных моментов. Но, тем не менее, я где-то в начале этого года поняла, что у Бараса уже появилось то качество, которое необходимо концертирующему пианисту. Он стал звучать, он научился себя слушать. Это же не просто вот такое механическое нажатие на клавиши, да? То есть вместе со звуком нужно уметь выражать. Полет души, я в нем это заметила. То, как он начал слушать и строить фразы. Причем можно показать человеку, как это играть. Но если он это воспринимает, пропускает через себя и уже играет, показывает свое собственное отношение, это у нас ценится очень высоко. И я думаю, что в профессиональном плане он уже созрел до того момента, когда можно уже показывать большую сольную программу. Я буду играть сонату поэтическую Бетховена, 8-й номер. Я буду играть Шуберта экспромт, Шопена экспромт, революционный этюд Шопена и полностью концерт 23-й Моцарта. Концерт будет в 2 отделениях, и для меня будет это таким сложным, наверное, испытанием. И я готовлюсь к этому и думаю, что все пройдет удачно, надеемся. Очень сложная задача, очень тяжело это все выдержать, но здесь уже играет такая роль доверия. Я доверяю своему студенту, я доверяю ему свой труд, доверяю его вкусу, умению держать себя и выдавать максимум того, что мы наработали и сделали. С его стороны я
благодарна за то, что он доверился мне, что он воспринимает все мои замечания как, как истину. Это очень важно между учеником и преподавателем. Если нет этого взаимодействия, если нет этих доверительных вибраций, ничего не получится. И вот мы, конечно, несем большую ответственность за то, чему мы их научили и как это они будут воплощать на сцене. Для меня это очень большая ответственная история впереди. И я надеюсь, что я оправдаю его надежды, а он мои. Для меня Барас раскрылся совершенно новой стороны, когда он стал уже моим студентом, когда уже учился в Сухумском музыкальном училище. Для меня Барас неожиданно раскрылся как очень тонкий, умный и не по годам интеллектуально развитый человек. Дело даже не в количестве информации, которой он обладает, а он на самом деле много читает, много слушает, а помимо, так скажем, учебных дисциплин очень много что сам делает, сам ищет, занимается самосовершенствованием, самообразованием. Но даже дело не в этом. Меня поразило его умение слушать музыку и чувствовать ее. То есть вообще мой предмет именно нацелен на то, чтобы как можно больше дать возможности послушать детям сложной, серьезной музыки. Среди этих произведений очень много произведений, которые в принципе не рассчитаны на то, чтобы 15-летние подростки эту музыку поняли во всей ее глубине. То есть это практически невозможно ни при их интеллектуальном развитии, ни при отсутствии их жизненного опыта и всех прочих, которые чисто возрастных дел. Барас для меня оказался совершенно заточен на музыку, когда я обнаружила, что он абсолютно точно и правильно ее воспринимает. То есть, скажем, мы слушаем огромное произведение, которое идет 40 минут, скажем, и в этом произведении может быть фрагмент, который идет 12 секунд. И я хочу, чтобы они на него обратили внимание, скажем. Я их заранее к этому готовлю. Я говорю, вот сейчас будет фрагмент, который внимательно послушайте, я хочу о нем поговорить. Когда проходит произведение, я всех спрашиваю, никто не помнит. Барас с точностью выдает формулировку музыкантскую, то есть он точно как музыковед, как будто бы он несколько раз его проштудировал, прослушал, проиграл, он может сказать, что это было и почему оно там было, и для чего это композитор там сделал. То есть он мыслит абсолютно концептуально. Вот это меня в нем просто поражает. И в этом смысле, мне кажется, вот его перспективы, его потенциал гораздо больше, чем даже чисто исполнительский, как пианиста. Мне кажется, он вот просто заточен на музыку, и он действительно, если все сложится благоприятно, и он очень много будет работать, и у него будут хорошие наставники, он добьется очень большого результата. Если формально к этому подходить, это, конечно, для кого-то может быть и профессия, но в целом это, скорее всего, музыкант — это в первую очередь образ жизни. И, понимаете, это, я думаю, что у нас не только занятия же на инструменте технические, при этом мы думаем, размышляем и ищем новые пути именно, как преподнести и что сказать. То есть мы, когда на самом деле исполняем что-либо, мы на самом деле что-то рассказываем. И это, ну, это уже творчество, это тонкий мир, который, наверное, постигается не быстро, и надо упорно заниматься. Есть такое понятие, как интерпретация. И каждый музыкант может воспринимать по-своему, и он может интерпретировать по-своему, он может подойти к этому, как он хочет.
Ну, я думаю, что есть, конечно, определенные рамки, которые ставит композитор. И тонкий музыкант, он должен понять именно, что хочет сам композитор. В первом сольном концерте Бараса Куджба аккомпанировать ему будет Государственный камерный оркестр под управлением заслуженного артиста Абхазии Давида Терезяна, а также зрители вновь смогут понаблюдать на сцене за уже сложившимся творческим союзом Бараса Куджба и скрипачки Марии Эмилии Терезян-Хакба. Ну, я до этого играл с оркестром, конечно, но мы играли части определенные. Не целый концерт, а отдельно взятые части из этих концертов. Но это, конечно, тоже у меня, конечно, получается тоже много работ с оркестром, и это мне дает, конечно, некую уверенность. Я себя довольно комфортно чувствую. Ну, это, наверное, такой вот тонкий мир, в котором, ну, это, наверное, необъяснимо, вот та энергия, вот именно то состояние, эта атмосфера, и когда складывается все необъяснимо. Ну, так как я именно с Давидом Адеевичем Терзян, мы с ним выступали не один раз, не два, а множество раз. Я с ним, конечно, более комфортно себя чувствую, и я к нему привык, и я думаю, что у нас складывается все хорошо. Это не первое выступление Бараса на большой сцене. Он постоянный участник всех наших музыкальных проектов, и конкурсов, и музыкально-образовательных проектов. А также нам посчастливилось выступать в Кремлевском дворце с президентским оркестром. Это было в 2016 году. Выступать в Большом зале консерватории имени Чайковского. И вот совершенно недавно мы приехали из Мадрида, где он участвовал на международном конкурсе, занял почетное 2-е место. Так что опыт пребывания на большой сцене у него, конечно, уже большой. Мы попали туда, получается, по приглашению. Нас заметили в консерватории на концерте, на вот этом большом зале. И мы попали туда, и мы, конечно, очень волновались, в первую очередь, так как мы представляли страну, родину. И в целом, ну, я считаю, что все прошло хорошо. Ну, могло бы и быть и лучше. Фестиваль назывался «Ночь в Мадриде», фестиваль-конкурс. И мы действительно очень довольны, так как мы увидели Европу, а при этом увидели наших, получается, коллег, да. И мы очень тоже довольны, то, что мы увидели именно вот исполнение этих ребят, ну, которые живут в Европе. И мы действительно очень были удивлены, потому что там все так же на уровне. Я считаю, что мы, если будем прикладывать усилия, то мы, думаю, тоже когда-нибудь достигнем того же уровня, так как история развития музыки в Европе довольно такая длинная, долгая история, и мы тоже будем стараться прийти к этим вершинам. Сам город, конечно, наверное, все знают, и его историческое значение, и в целом его масштабы, и его красоту, наверное, многие знают. А также мы побывали в историческом городе, также таком же славном, это Толедо. И мы очень тоже были удивлены, приятно удивлены, увидев кафедральный собор в Толедо, фрески Эль Греко. Побывали в музеях в Мадриде, также были сильно удивлены. И, в
впечатления остались очень приятные. Мы увидели картины великих художников, и мы были удивлены. Очень приятно нам было, и в целом именно попасть туда, вот в эту ауру. И это запомнилось, и мне кажется, и я это и не забуду. Мы хотим после завершения, ну, после того, как мы закончим училище, поступить в консерваторию на хоровое, именно дирижерское отделение. И мы к этому тоже готовимся. И я уже тоже экзамены сдал по дирижированию, все прошло удачно. Будем тоже готовиться после концерта, планируем поехать и показаться, представиться. Когда ты говоришь «мы», ты имеешь в виду себя и своего учителя? И когда я говорю «мы», если я говорю за фортепиано, это я и Нинель Борисовна, а если это за дирижирование, то это я и Наталья Викторович Чанба, который тоже нам очень сильно помогает и всячески поддерживает. Мы с ним встретились еще 3 года назад, и с того времени мы с ним поддерживаем отношения. Он мне впервые показывал именно азы дирижерского искусства. И я ему тоже безмерно, конечно, благодарен. И он тоже имеет особое значение именно в моем развитии. А пианино оставлять не жалко? А я не оставлю. Я буду факультативно, я на это надеюсь, буду продолжать именно занятия на фортепиано. И я сам хочу продолжать, и сам хочу развиваться, так как нет предела, наверное, совершенства.